с удовольствием представляю своего сопредседателя Александра Аметова. Он является заведующим отделением эндокринологии в Москве. И я надеюсь, у нас будет очень интересное заседание. Будет диабетолог разговаривать с кардиологом. И лекция профессора Аметова будет посвящена кардиальной безопасности всех препаратов метформина, препаратов сульфанилмочевины и инсулина. Пожалуйста, профессор Аметов. Добрый день, глубоко уважаемый председатель, глубоко уважаемые коллеги. Конечно, в первую очередь слова благодарности организаторам конференции за приглашение для участия в таком интересном научном событии. И, на мой взгляд, мне кажется, что это очень здорово, когда профессиональные кардиологи вместе с диабетологами, а я представляю в данном случае диабетологию, у нас много общих проблем, много вопросов, которые мы могли бы с вами совместно решать, объединяя усилия, не конкурируя, а именно сотрудничая. Название доклада перед вами, и мы начинаем. Итак, хотел бы начать с первой, на мой взгляд, наверное, самой важной картины. Здесь мы видим, что на самом деле одномоментно со стартом развития сахарного диабета и усилением риска параллельно стартует и риск развития микро- и макрососудистых осложнений. И начинается это задолго до того момента, когда в точке 0 мы установили диагноз. И когда мы установили диагноз, мы видим с вами, что у наших пациентов уже есть сосудистые осложнения и микро- и макрососудистые осложнения. Причем принципиально важно, что события развиваются на фоне стабильной инсулинорезистентности, дислипидемии, артериальной гипертензии и многих-многих на самом деле метаболических нарушений, тесно связанных в первую очередь с инсулинорезистентностью. Далее, когда мы говорим про сахарный диабет второго типа, я не хотел вас каким-то образом испугать, но я показываю эту современную картину, чтобы мы с вами реально представляли, о чем на самом деле идет речь. Сложное заболевание, имеющее практически стопроцентную генетическую основу и масса самых различных факторов, которые звучат как факторы окружающей среды, принимают участие в развитии патологического процесса. Кроме того, мы видим с вами в центре бета-клеточная дисфункция, нарушение функции бета-клеток в плане секреции инсулина и недостаточности этого аппарата для того, чтобы преодолеть инсулинорезистентность. И по высказыванию одного из ведущих диабетологов в таком глобальном масштабе, американский ученый, профессор Ральф де Фронса, когда-то написал: патофизиология сахарного диабета второго типа – это кульминация двух одномоментно протекающих процессов. С одной стороны инсулинорезистентность, с другой стороны дефицит секреции, дефицит, так скажем, для того, чтобы преодолеть резистентность к инсулину. Так или иначе, разными путями мы приходим к развитию, и вот в правой части слайда мы видим с вами важнейшие современные характеристики, часто применяющиеся в диабетологии – глюкозотоксичность и липотоксичность. Кроме того, политически очень важно, чтобы мы понимали, что глюкоза и липотоксичность потенциально обратимы. Глюкозотоксичность, естественно, связана с гипергликемией, липотоксичность связана с повышенным уровнем свободных жирных кислот и, так скажем, в первую очередь с наличием центрального абдоминального висцерального ожирения. И не случайно здесь много блоков, которые подчеркивают взаимосвязь диабета с избыточной массой тела. Кроме того, в нижней части
мы видим еще одну современную такую характеристику. Чаще мы начинаем говорить не уже про уровень гормонов, про концентрацию гормонов и попытка связать с теми или иными патологическими событиями, а мы говорим с проблемами сигналирования, проблемы подачи сигнала и обмена информацией между разными типами клеток. Дальше мы видим тесную взаимосвязь между сахарным диабетом и осложнениями, в первую очередь, со стороны сердечно-сосудистой системы. И мы видим риск ишемической болезни сердца в 2-4 раза выше, чем в общей популяции. Риск развития инсульта в 2 раза выше. А дальше вот эти цифры от 65 до 80% больных сахарным диабетом 2 типа в первую очередь погибает от сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь фактически перечислены основные характеристики, так скажем, сочетания сахарный диабет и ишемическая болезнь сердца, и вы, профессионалы, прекрасно ориентируетесь в этой информации. И на самом деле она как раз диктует вот то, что сказал в самом начале, необходимость концентрации усилий для того, чтобы, так скажем, на максимально ранних этапах попытаться приостановить развитие патологического процесса. Когда мы задаем себе вопрос, почему при сахарном диабете 2 типа в первую очередь мы имеем осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы? Частично я дал ответ, показывая вам первый слайд, но на самом деле сейчас, в настоящее время, мировая общественность активно обсуждает теорию, которая называется теория уязвимых органов, уязвимых в первую очередь на фоне гипергликемии. Это сосуды, это кровь и это миокард. И в этом смысле колоссальные усилия предпринимается для того, чтобы изучить, как развивается событие и каким образом мы должны на все это реагировать. В верхней части слайда мы видим с вами то фактически, что я уже упомянул. В основе развития патологических процессов гипергликемия и липотоксичность, глюкоза и липотоксичность, и то, что входит в понимание ассоциированные факторы риска. А дальше мы видим с вами эндотелиальная дисфункция, которая развивается максимально рано, и развитие эндотелиальной дисфункции лежит в основе, на самом деле, развития большинства сосудистых осложнений. Дальше жировые включения, и это тоже результат липотоксичности. Причем жировые включения не только на уровень сосудов, как здесь показано, но если это запущенная ситуация, то и на уровне бета-клеток. Бета-клетки становятся нафаршированные жиром и уже тоже не способны к адекватной секреции инсулина. И, собственно, то, что входит в наше понимание комбинированные поражения. Другими словами, глюкоза и липотоксичность являются таким отрицательным метаболическим фундаментом для того, чтобы формировались поражения вот этих, в первую очередь, 3 систем, которые я обозначил. Сосуды, миокард и кровь. И мы видим с вами уязвимая кровь. И скоро в верхней части, правой части этого слайда появится, так скажем, основная характеристика – гипергликемия. Гипергликемия, глюкозотоксичность. На самом деле, по каждому из этих, так скажем, систем мы могли бы читать не одну лекцию и, по крайней мере, могли бы целый день конгресса обсуждать вот эти проблемы. Дальше мы видим следующее – автономная нейропатия, нарушение сердечного метаболизма и опять в основе этих процессов инсулинорезистентность. Инсулинорезистентность, которая наряду с оксидативным стрессом, снижение уровня оксида азота, и вот это все вместе на фоне глюкозотоксичности, так скажем, способствует развитию событий. Для того, чтобы подвести итог вот этой части, такое резюме, сделанное относительно недавно, профессор Вивиан Фонсека. Смотрите, сахарный диабет 2 типа, постоянно прогрессирующее заболевание.
постоянно прогрессирующее заболевание, при котором риск развития осложнений, о которых мы говорим, сосудистых в первую очередь, инфаркта микро- и макрососудистых, сильная и преждевременная смертность сильно связаны с гипергликемией. И вот это то, о чем мы должны постоянно помнить. Также, как должны постоянно помнить, что в момент установления диагноза речь идет о том, что порядка 50-60% пациентов уже имеются, задумайтесь, поздние осложнения сахарного диабета. И когда некоторые профессионалы-диабетологи считают своей главной задачей, так скажем, поиграть в глюкозу, я всегда говорю, посмотрите, задумайтесь. На самом деле это намного более сложная история. Намного более сложная история. И здесь мы видим кардиоренальный метаболический синдром. И огромное количество проблем, которые мы должны учитывать. Каждый из этих блоков нуждается не только в нормализации показателей гликемии и липидного и жирового обмена, но то, что мы называем в современной трактовке многофакторного управления. Тогда мы говорим, надо лечить, и в первую очередь хороший гликемический контроль, если, так скажем, для начала вначале сказали, что глюкозотоксичность потенциально обратима. С таким колоссальным желанием, что убрав, нейтрализовав глюкозотоксичность, мы сможем повлиять на риск развития микро- и макрососудистых осложнений. Но мы уже профессионально грамотны, и мы знаем, что в момент установления диагноза, смотрите, сколько различных метаболических нарушений уже есть у наших пациентов, и мы обязаны это в обязательном порядке учитывать. Кроме того, пациент с сахарным диабетом чрезвычайно сложный пациент. Во-первых, возраст, как правило, не молодые люди, 60-65 и старше, постоянно прогрессирующее заболевание, низкая приверженность к лечению и целый ряд сопутствующих заболеваний. И здесь далеко не полный перечень сопутствующие заболевания раз. Здесь мы видим в правой верхней части все то, что сопровождает возраст. И это тоже принципиально важно, мы должны это учитывать, включая и снижение функций как печени, так и функций почек. И это тоже будет отражаться на тактику и выбор лекарственных препаратов. Постоянно прогрессирующее заболевание диктует нам необходимость постоянной интенсификации лечения. И мы не имеем права стоять на месте, потому что постоянно у нас угроза утраты гликемического контроля. И дальше, задумайтесь, до 33% наших больных не принимают лекарства так, как врач им назначил, потому что считают это непринципиальным таким моментом. Тогда мы говорим, а как же выглядят современные требования? Современные требования, как правило, говорят о необходимости раннего назначения комбинированной терапии раз. Дальше современные требования говорят, что мы должны добиваться всестороннего гликемического контроля, а это означает гликемия натощак, гликемия после еды, постпрандиальная. Это означает гликированный гемоглобин и то, что входит в нашу современную такие характеристики вариабельность глюкозы. Вариабельность глюкозы в течение суток, недели и так далее. Дальше, наряду с эффективностью мы говорим про безопасность. Безопасность, которая в первую очередь в отношении возможного развития гипогликемии. И смотрите, последний пункт. В связи с тем, что история стартовала давным-давно, должны все нашу активность начинать как можно раньше. Далее, конечно, весь мир сейчас говорит, и мы в нашей стране, про индивидуализацию лечения. И очень важно, чтобы мы понимали, персонализация, выбор цели – это самое главное в этой истории. Потому что мы не можем поставить так высоко планку, не взять этот уровень и потом, так скажем, иметь массу проблем. И когда говорим персонализация, такой современный термин может быть не медицинский, лечение должно быть приталено
приталено для данного конкретного пациента. Это вариант выдержка из нашего российского алгоритма. Российская ассоциация эндокринологов в 2011 году приняла консенсус, и таким флагом, красной нитью через весь документ персонализация. Выбор цели в зависимости от возраста, в зависимости от наличия или отсутствия осложнений, в зависимости от длительности заболевания до 10 лет или спустя 10 лет, в зависимости от риска развития, возможного развития гипогликемии. И тогда мы выходим, смотрите, на абсолютно различные целевые уровни. И это лишь означает, что мы думаем, хотим быть эффективны и безопасны. Но есть еще одна характеристика, которую мы обязательно должны помнить. Качество жизни. Качество жизни, оно не должно страдать ни на одном из этих уровней. Это все сохраняется. Дальше говоря о вариабельности глюкозы. Это стандартная вариабельность глюкозы здорового человека. И мы видим, что на самом деле жесткий контроль за колебаниями глюкозы в течение суток. И мы видим с вами разницу между колебания глюкозы в течение суток у здорового человека, верхний график. Смотрите, низкая вариабельность, высокая стабильность, низкая продолжительность гипергликемии. И наоборот, нижний график, пациент с сахарным диабетом второго типа, высокая вариабельность, низкая стабильность и высокая продолжительность гипергликемии. А мы уже вначале договорились, что гипергликемия – это глюкоза, токсичность. Дальше, вслед за этим, основной тезис – эффективность и безопасность. И вот посмотрите, когда мы говорим про выбор терапии. Мы часто оперируем такой характеристикой и говорим, какой гликированный гемоглобин у нашего пациента. И я специально взял два случая, где гликированный гемоглобин, два разных пациента, смотрите, практически одинаковый, 9. И если одинаковый гликированный гемоглобин, то вроде бы как тактика лечения могла бы быть одинаковой. А вот посмотрите, как это выглядит в реальной жизни. Это первый пациент, у которого гликемия 9,1. И мы видим, собственно, что показатели, которые у него, суточные показатели, они, так скажем, находятся вот больше таких вот параметрах 7, и только в единичных случаях приближается к диапазону гипогликемии. Второй пациент, у него тоже гликированный 9, но посмотрите, какая вариабельность у него, так, колебания в течение суток, лябильное течение. Казалось бы, один гликированный, но он требует абсолютно разного подхода, разной тактики терапии. Огромное количество исследований, которые выполнялись в отношении гликемического контроля, чтобы понять, что же мы должны делать, чтобы выбрать оптимальный режим управления диабетом. Наиболее популярные исследования ветеранов VADT, исследования Advance, исследования Accord. Мы могли бы с вами огромное количество времени обсуждать вот это. Какие выводы на самом деле были сделаны из всего этого? Исследование DCCT показало, что есть положительная метаболическая память. Есть положительная метаболическая память и, так скажем, положительная метаболическая и сосудистая. Организм запоминает хорошие результаты, и потом, даже когда они становятся хуже, осложнение не развивается. Исследования UKPDS показали, что есть эффект наследия. Организм также запоминает и плохие результаты. И тогда современная терминология звучит отрицательная метаболическая память. Дальше исследование Стена-2, многофакторное управление, такое гениальное исследование более 14 лет, чрезвычайно полезное. И смотрите, Accord, исследование ветеранов, Advance, ограничение жесткого гликемического контроля существующими фармпрепаратами. Потому что увидели, когда сравнили результаты, два исследования Accord и исследование Advance, колоссальную разницу в гипогликемиях. Особенно посмотрите на интенсивном варианте лечения. А дальше, когда проанализировали, а что такое более частые гипогликемии, более частые эпизоды, и мы видим смертность в
3 раза выше среди пациентов, которые испытали, смотрите, задумайтесь, хотя бы один, а мы видели там намного больше эпизодов тяжелой гипогликемии. Прямая связь гипогликемии и смертность, поэтому должны быть чрезвычайно внимательны. В этой связи появилась целая история на тему «Гипогликемия приводит к изменениям на электрокардиограмме», и мы должны это в обязательном порядке учитывать. Гипогликемия и сердечно-электрофизиологические эффекты. Задумайтесь, у пациентов с сахарным диабетом повышенная предрасположенность к развитию сердечных аритмий. То, что нас не может не волновать. И на самом деле, может ли это явиться причиной внезапной гибели наших пациентов? Удлинение интервала КТ, который тоже отмечается у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, и это один из таких примеров. А дальше я всегда говорю, смотрите, задумайтесь, просто нет такого времени сейчас, но скажу вам одну такую фразу. Здесь всегда у диабетолога в центре гипергликемия, глюкозотоксичность. Здесь на этой картинке в центре, наоборот, дефицит глюкозы. Но если вы сравните результаты глюкозотоксичности и, наоборот, дефицита глюкозы, то вы увидите абсолютно одинаковые последствия, потому что гипогликемия абсолютно в одинаковой степени опасна. И задумайтесь, сколько самых разных проблем мы можем получить, если неправильно выбрали тактику или неправильно выбрали препараты. Здесь современные характеристики, которые, так скажем, мы обсуждаем, когда говорим, какой препарат хотели бы иметь. В основном посвящены гликемическому контролю, безопасности, проверенности в исследованиях и, конечно, последний пункт – цена. Но это не означает, что хотели бы бесплатно, хотели бы адекватную стоимость. А дальше накопленные факты на сегодняшний день заставляют нас по-новому посмотреть на возможности, которыми мы располагаем, на развитие диабета и кое-что изменить в самой концепции. И вот я вашему вниманию представляю вот эту картинку. И если вы ее для себя, хотя бы только ее сфотографируете, она будет вам чрезвычайно полезна. В современной трактовке выделяют так называемый печеночный цикл, и он требует определенного внимания, потому что здесь мы видим, страдают в первую очередь проблемы с базальной секрецией инсулина, с фундаментом, и нам это очень скоро пригодится. Здесь панкреатический цикл, проблемы, наоборот, с прендиальной регуляцией, но не нужно думать, что они изолированы друг от друга, они взаимосвязаны. И посмотрите, сколько еще проблем вокруг печеночного и панкреатического цикла, о которых должны помнить и обязательно учитывать. Как на это реагирует современное руководство? Их огромное количество. Я сегодня утром еще часть выбросил, решил, покажу только вот эту. Всемирная федерация диабета делает алгоритм, который мог бы использоваться во всем мире, вне зависимости от экономического статуса страны. На первом месте метформин. Если не переносит метформин пациент, сульфанилмочевина или ингибиторы альфа-глюкозидазы. Затем, собственно, 2-я линия, 3-я, 4-я. И смотрите, вот это уже выглядит таким образом. И дальше удивительная вещь. 3-я линия, и мы видим возможных комбинаций только на старте 30. А дальше посмотрите, если принять во внимание различия между препаратами внутри класса, то мы уже выходим на цифру и разные схемы инсулинотерапии. 1080 комбинаций, которые врач должен быстренько, как суперкомпьютер, просчитать и за отрезок времени 10-12 минут определить стратегию управления диабетом у пациента. Дальше появляется новое чувство срочности, потому что интервал сейчас 3 месяца. Если не добились целевых значений, обязаны интенсифицировать терапию. И это во всем мире. Стандартная цифра гликированной меньше 7. Это принципиально важно.